Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Всероссийский фестиваль классического балета «Стерх» снова в Якутии. Поклонников ждет встреча со знаменитыми артистами из лучших театров страны. В том числе Большого и Мариинского. Также в спектаклях примут участие известные танцовщики из Беларуси и Казахстана. Поговорим о предстоящем празднике балета с гостем студии Владиславом Левочкиным, директором Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия. Владислав Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот фестиваль сам проводится уже 11-й раз, насколько я знаю. Какие особенности у фестиваля этого года? Ну, конечно, периодичность фестиваля один раз в 2 года у нас была всегда. 5 лет фестиваля не было. Конечно, зритель очень ждет, поскольку были пандемийные сложности и другого рода. Поэтому, конечно, мы соскучились, мы сами соскучились. И, конечно, наш якутский зритель, который любит этот фестиваль, очень ждет. Поэтому в этом есть отличие. Отличие есть в том, что у нас впервые в качестве художественного руководителя выступает наш главный балетмейстер театра Екатерина Лаврентьевна Тайшина, заслуженная артистка России и Якутии. У нас, конечно же, любой фестиваль отличают гости. У нас 17 гостей, из них 15 это солисты знаменитых театров, и 2 приглашенных гостя это профессора, которые проведут мастер-классы, лекции. И надо сказать, что эти гости, вот эти 15 солистов, они к нам еще ни разу не приезжали, только 2 из них были в Якутске. То есть, 5 лет это большая периодичность, фестивалю уже 25 лет, и можно сказать, что это новое поколение уже артистов, солистов. Конечно, мы с нетерпением сами ждем тоже встречи, уже начинают слетаться наши гости, мы их радостно встречаем, они готовятся, проводят репетиции в театре. И что еще, какие отличия? У нас впервые в рамках фестиваля будет представлена премьера спектакля. Такого тоже никогда не было. Это балет «Сияющий камень». Это будет впервые. То есть мы подготовили премьерный показ, который у нас пройдет в рамках гала-концерта. О гостях мы поговорим чуть позже подробнее. А наши якутские артисты, помимо премьеры «Сияющего камня», что еще будут показывать? Конечно же, все наши приглашенные гости, они выступают в главных партиях в наших спектаклях. И, кроме того, в главных партиях в некоторых впервые выступают наши солисты, ведущие солисты, для которых тоже это ожидание, волнение, выступить с премьерами, с примами Большого, Мариинского театра. Конечно же, они тоже волнуются, переживают, готовятся. Все наши лучшие первые, скажем, звезды балета, они будут задействованы тоже в фестивале, они будут и также в гала-концерте, и фактически почти все гости, кроме солистов Мариинского театра, остаются у нас на гала-концерт. То есть гала-концерт тоже у нас просто будет очень звездный. Ну, я уверен, что наши артисты не слукавлю, если скажу, что прокачались за эти 5 лет, пока фестиваля не было, и будет чем удивить и гостей, и зрителей. Владислав Валерьевич, а если говорить о спектаклях в целом, что будем показывать? У нас будут показаны спектакли, которые исторически являются любимыми у нас в Якутии. Конечно же, это «Лебединое озеро», с которым мы откроем наш фестиваль. «Лебединое озеро» — это бренд, который известен всему миру. Классика. Да, и в «Лебедином озере» у нас танцуют как раз-таки прима и премьер Мариинского театра. Далее у нас «Баядерка». Тоже с большим успехом у нас в феврале состоялся показ. Очень красочный, очень интересный спектакль, в котором задействованы на этот раз у нас ведущие артисты Новосибирского театра, сибирского нашего Большого театра, тоже очень крупный и знаменитый театр, который гастролирует по всему миру. И немаловажно, что солирует там наша землячка, которая в детстве уехала из Якутска. Это Ольга Горишенкова, которая имеет среднеколымские корни, она даже, есть у нее якутская кровь, и сейчас она является примой Новосибирского театра. Мы очень рады, что смогли ее заполучить на эти даты, чтобы она смогла на протяжении всего фестиваля, она будет у нас и в «Баядерке», «Спартаке», в гала-концерте, чтобы она была все время с нами.
А «Спартак» у нас тоже будет представлен солистом Большого театра. Он исполнит партию «Спартака». Это э, Пугачев Игорь. Он как раз-таки уже был у нас в Якутске тоже на одном из фестивалей. Ну и «Сияющий камень» тоже интересный спектакль. Это премьера. Мы два показа делали на наших зарубежных гастролях. И это совершенно новый спектакль, который мы создали вот нашим творческим составом. И постановщиком является наш главный балетмейстер. Специально написано композитором Герасимовым Кириллом Афанасьевичем музыка для этого спектакля, новая совершенно музыка, очень мелодичная, очень интересная, очень такая ложащаяся на слух. И также мы там задействуем национальные музыкальные инструменты, хамус, крымпа, артисты театра Аланху дополняют вот это вот все звучание. Очень много спецэффектов, которых мы никогда не использовали. Очень интересные спецэффекты. Это не просто светодиодный экран, это просто, ну как бы я даже когда в первый раз смотрел, я не понимал, как это все происходит, но очень красочно получилось, очень восторженно встретили наш спектакль в Казахстане и Кыргызстане. Его мы представим. Ну и вот такой большой звездный гала-концерт нас ожидает. Второе отделение — это наши приглашенные гости, в том числе из-за рубежа, из Белоруссии, из Казахстана. Мы там вот уже наладили мосты с Астаной балетом, также с театром Алматы. И вот к нам приезжают артисты из Казахстана, из Республики Беларусь. И также у нас Башкирский театр государственный представляет артистов. И еще тоже два таких больших известных коллектива. Это театр балета Эйфмана и театр балета Касаткина и Василева, которые тоже государственные академические театры, которые представляют нам лучших солистов, премьеров, прим. И мы, конечно, очень рады, что смогли получить такой уровень гостей. Ну, собственно, очевидно, что удивлять есть чем. Владислав Валерьевич, хочу еще поговорить о музейной коллекции и лекции, которые заявлены в программе фестиваля. Что будут рассказывать, показывать? Особенно интересна музейная коллекция. Да, вот наша гостья Ольга Сергеевна Сампанджа, она является профессором, доктор культурологии. Она нам расскажет, ну, за час до каждого спектакля будет лекция, открытая лекция для всех желающих, кто хочет послушать именно о специфике этих балетов. Потому что за каждым балетом, конечно, стоит огромная работа костюмеров. Исторические события, стоят там ну, смена эпох. И когда мы говорим «Лебединое озеро», то сразу вспоминаем русские сезоны, о том, что такое русские сезоны, какое значение они имели в именно представлении российской культуры. Байдерка — это, конечно, больше уже вопрос такой дипломатии, межкультурной дипломатии. А «Спартак» — это революционная тема, и тоже есть такие балеты, которые посвящены именно революционным темам. «Красный маг», вот «Спартак». И в последний день, перед гала-концертом, будет тема об образах, которые почерпнуты из легенд и мифов, то есть легенды и мифы, которые преобразовались вот именно в балетные спектакли. Тогда спрошу о ценах. Сколько будет стоить и платные, насколько понимаю, безусловно, цены на сами представления балетные. А вот что насчет цен на лекции и музейные экспозиции? Да, лекции у нас свободный вход, а да, балетный фестиваль у нас, конечно же, мы проводим при поддержке наших спонсоров и наших зрителей, которые всегда ждут на наш фестиваль и покупают билеты, и этим тоже поддерживают ну, вот, решение наших организационных вопросов. Цены билетов, ну, у нас мы постарались сделать наиболее доступными. Есть и билеты за 1000 рублей, ну, самые дорогие 5000 рублей. У нас уже, в принципе, вот на спектакле открытия нет билетов. Байдерка, «Спартак» еще есть билеты, поэтому вот приглашаем всех, кто хочет прикоснуться к прекрасному в эти дни, поспешить, поскольку ну, вот, лучшие места заканчиваются. А лекции, музейные коллекции в те же даты, что и сам фестиваль, правильно? Да, в те же дни перед каждым спектаклем у нас будет лекция. И коллекция, вот Ольга Сергеевна привозит нам коллекцию, именно которая рассказывает об образах балета
в фарфоре. То есть ну, вот есть знаменитый императорский завод по изготовлению фарфора и целая коллекция, которая посвящена вот именно образом балерин, балетным образом, они будут представлены вот в этой экспозиции. Мы готовим такой тоже подарок для наших гостей, участников и зрителей фестиваля. Ну, не секрет, что сам фестиваль мероприятие затратное. Вот хотелось бы узнать, из каких источников осуществляется проект, в общем, как говорится, за чей счет балет? Да, мы очень благодарны нашим спонсорам, которые откликнулись на наш призыв с тем, чтобы осуществить этот праздник классического искусства. Мы очень благодарим компанию «Алроса», которая нас поддержала по созданию спектакля «Сияющий камень», поскольку ну, там сюжет основан именно, рассказывает именно о появлении алмазов, то есть легенда о том, как появились якутские алмазы. Ну, такой легенды нет на самом деле, мы ее создали вот сами, своими творческими силами. И эта история понравилась руководству компании, нас поддержали, и мы смогли действительно вот такой яркий, такой современный и в то же время очень сложный хореографически спектакль подготовить. И все наши спонсоры, которые нам помогли по разным нашим направлениям работы, по организации приезда наших гостей, их проживания и ну, вот, осуществления также, конечно же, мы приглашаем на гонорарной основе наших гостей. Вот эти тоже вопросы наши спонсоры помогли решить. Ну и во многом, конечно, помогает продажа билетов, поскольку зрители ждут этот фестиваль, и вот мы ожидаем, что тоже часть расходов, которые у нас запланированы, покроются за счет продажи. Ну, в заключение, давайте коротко о том, как очередной фестиваль отразится на будущем, в целом на театре. Конечно же, это личные знакомства с приезжими гостями, это общение между профессионалами. Профессионалами общение не только через слова, через ну, вот, как бы визуальное общение, но это, конечно же, рост профессионализма через совместную работу, поскольку наши солисты, они смогут выступать вот на одной сцене со знаменитыми артистами, которых, может быть, только видели по телевизору и в интернете. Они смогут вот смело с ними выступить на одной площадке. И это, конечно же, очень большой опыт. Для нас это большой опыт, для администрации театра, для всего художественного персонала. У нас все спектакли идут в сопровождении симфонического оркестра. Весь творческий состав тоже задействован в том, чтобы провести этот фестиваль. И для нас это большой опыт, поскольку у нас спектакли идут буквально через день. Конечно, репетиции идут параллельно, все спектакли готовятся одновременно, и есть, конечно, наши технические вопросы, но мы все это преодолеем и представим замечательный праздник для наших зрителей. Ну и, конечно, это самое главное впечатление зрителей. Я думаю, что все, кто к нам придут, они надолго запомнят наш фестиваль и, конечно же, будут с нетерпением ждать следующего. Владислав Валерьевич, ну я уверен, что действительно зрителей ждет настоящий праздник. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи в дальнейших эфирах.